Какие ваши бизнесы пострадали больше всего? Инфляция — налог на бедных. Предприниматели, они природные оптимисты, но все равно они зависят от оптимизма общества. И если не обновляться будем падать еще дальше. Наше настоящее богатство — это, понятно, что в первую очередь наша культура, и второе, с точки зрения экономики, это наша земля. Можно утверждать, что мы сейчас свою землю не любим. Вообще каждый гражданин Казахстана должен быть фермером. Дух воспитывается в степи. Я не люблю слово «сельское хозяйство». Агробизнес Чисто лучше, русское да? какое-то советское слово. Совковое, да? Совковое, ужасно совковое. Поэтому оно у них не работало. В Америке один мой друг сказал: Еркин, вы должны заниматься таким бизнесом, думая о своих внуках. Нету системы. Вот в 30-летнем том старом Казахстане системы не было. Украину не победить, Андрей. Создайте правильные условия, честные правила игры, открытую экономику, бизнес сам все построит. Там стая, по-моему, прилетела черных лебедей. Казахское общество — это недооцененный актив. Я точно разбогател не благодаря Елбасы, наверное, вопреки. Еркин ага, война России против Украины оказала негативное влияние на многие наши казахстанские компании. Ваш партнер Канат Купаев в своем мартовском письме как раз-таки говорил об этом. Скажите, пожалуйста, какие ваши бизнесы пострадали больше всего? Всегда в первую очередь страдает сейчас то, что связано с логистикой, да, то есть то, что связано с перевозкой в дальнее зарубежье, да, там у нас там было. То есть оно не совсем в Кусто Групп, но я являюсь одним из акционеров, это вот Кустанайские минералы, да, то есть одно из первых предприятий, в котором я начинал работу. То есть у них всегда работа 95% экспорт дальнее зарубежье. Там, через порты, через этот бизнес как бы сейчас на сегодняшний день, да, то есть мы все еще ищем пути решения. Там, через Китай, через Грузию, то есть там и есть вопросы, там, потому что отгрузка в Юго-Восточную Азию, там, в Индию, в Шри-Ланку, в Таиланд, то есть это как бы есть проблемы. Как с этим заниматься, но я думаю, что где-то 2-3 месяца мы найдем решение, но это все равно скажется. То есть, да, у нас на объемах производства этого года, там, на всем таком не очень простом. Допустим, если вот прямо говорить про Кусто Групп, то мы думаем, вот я думаю, что этот вопрос девелоперских проектов. У нас были планы там по следующему году. Там, я думаю, что мы их пока поставим на холд. Мы заканчиваем то, что мы начали проекты. Проект, да, у нас есть Коктюбе Сити. Но новые проекты мы пока поставили все там на Режим ожидания. Да, в режим ожидания, потому что видим, что спрос, скорее всего, упадет. И он уже падает в стране, да, то есть, но в целом послевоенный спрос, после войны, который, да, то есть у людей, да, потому что, в целом, когда люди говорят, будет ли в стране экономический кризис, там, понятно, что у России там минус 15% ВВП упадет, да, там, в Украине из-за войны там оценка минус 40%. И сказать, что у нас это не скажется, и у нас будет рост, но это будет неправдой. То есть однозначно, что как минимум там роста не будет, это точно. Возможно, будет какое-то уменьшение, то есть это дело статистики, но в целом это скажется. Вы сами как прогнозируете? Падение доходов. Ну, вот я думаю, что... На каком уровне? Да. Нет, сложно так, экономически пока сложно посчитать, потому что все... И здесь я не могу, честно говоря, будет нечестно сказать, но скажу, что вот инфляция, которая там в этом году 15-20%, скажется, да, то есть это, на самом деле инфляция — налог на бедных, да, налог на потребление. Почему с ней надо бороться всегда, то есть это, она увеличивает количество бедных людей, она снижает количество людей с доходами. Это все сказывается на потребительском спросе очень серьезно. И плюс, конечно, все вещи в этот период, когда все дорожает, когда люди думают о каждодневных вещах, какие-то долгосрочные инвестиции становятся под вопросом. Люди как-то там в этом плане снижают свои эти там запросы. Поэтому это все так, в целом, я думаю, что... И плюс, конечно, морально, как бы там, когда там идет война, где происходят каждодневные такие не очень приятные вещи, мы о них читаем, мы о них слышим, и это все сказывается очень негативно на оптимизме людей. А если оптимизма нет, люди, то есть экономика, она очень подвержена настроению. Если у людей есть надежда, оптимизм, экономика развивается. Вам удается сохранить оптимизм в эти дни? Мы же предприниматели, мы природные оптимисты. Поэтому мы пошли заниматься бизнесом. Даже несмотря на то, что там в наших странах, да, где все не просто достается, и там, скажем, не все транспарентно, не все прозрачно, есть масса проблем. Поэтому мы, предприниматели, они природные оптимисты. Но все равно они зависят от оптимизма общества. Если как бы в стране есть желание на улучшение, на оптимизм, страна развивается, несмотря на сложности. Если в стране этого нет, то как бы ты можешь там хоть деньгами залить ее, люди не будут там чувствовать себя счастливыми. А сами вы каким образом оказываете воздействие на психоэмоциональный фон нашего общества?
Какие меры предпринимаете? Это же не только бизнес-меры. Не, это не только бизнес-меры, это, конечно, ты встречаешься с людьми, там, с работниками, с коллективом, там, или в целом, да, там, с бизнес-сообществом, или иногда вот давая интервью, да, такие открытые, выступая, то есть стараешься, чтобы люди верили в завтрашний день, стараешься, что жена Казахстан придет. Здесь очень много зависит именно, на самом деле, я думаю, что в том числе от политики. Если люди будут жить, верить в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, это двигает процесс экономического развития. Если люди видят, что завтра будет то же самое, что было вчера, тогда Или хуже, да? да, ситуация становится хуже, и плюс молодежь ищет тогда другие страны для развития, еще что-то, да, то есть бизнес перестает инвестировать. Если ты завтра видишь, что будет то же самое, что вчера, и все, эти же вопросы опять возникнут, даже какой бы оптимист бизнес ни был, у него будет, он скажет, ну, может, мне не стоит, я лучше подожду, да, там, или там лучших времен, или найду другую страну инвестировать. В этом плане надо понимать, что у людей всегда есть выбор. Где работать, что делать. То есть ты не заперешь их в 4 стенах. Не Советский Союз. А оптимизм должен быть реалистичным, да? Ну, это же как бы говорят же, что реалист, который обладает информацией, да, ну это так, как шутка, конечно, но на самом-то деле, да, в целом это не такой просто, да, там, как бы детский идеализм. То есть мы же все люди взрослые уже, жизнь повидали, там, многое повидали. Но в целом все равно лично у меня есть вера, что мир улучшается. Вот, несмотря на то, что там происходит, и возвращает нас опять в 20 век, 19 век, да, что там люди до сих пор можно организовывать там войны и прочее. Но в целом я вижу, что мир улучшается. Люди улучшаются. Они стали задавать себе вопросы, которые, скажем, не задавались в прошлых веках с точки зрения, да, развития. Поэтому думаю, что это все как бы дает настроение. Следом за кризисами, можно сказать, идет обновление. Это, если не обновляться будем падать еще дальше. То есть кризис – это время для проведения массы реформ личностных, общественных, там, политических, экономических. Это важное время для реформ. У меня следующий вопрос касается бизнеса, сельского хозяйства, если быть точнее. Сельское хозяйство, оно занимает значительную долю в вашем бизнесе. Это один из столпов национальной экономики, но выгодно ли им заниматься? Я слышал утверждение, что если ты хочешь потерять деньги, разориться, то вкладывайся в сельский бизнес. В прошлом году была засуха, и мы могли убедиться, что и государство не всегда приходит на помощь. Как вам удается варьировать именно в этой сфере? На самом деле бизнес еще у нас незначительный. Я бы хотел, чтобы у нас агробизнес был значительный, вот с точки зрения даже Кусто. Но он пока еще, это такой начинающий бизнес, да, это наши первые движения. Там, в Украине он больше размерами, там, то все, но в Казахстане он еще такой. Казбиев и все остальное вокруг это не очень большие бизнесы. То есть он, конечно, может быть огромный в Казахстане. Я об этом много раз говорил там, в разных интервью. То есть Казахстан природная страна, которая должна быть агролидером мира. Одним из ведущих, да, то есть там, агролидеров агроиндустрии мира, тем более бизнес и святой с точки зрения, да, для казахов, и с точки зрения вообще нашей земли, там, процветания, это очень важный бизнес. И вот плохо, что вот люди вот так говорят. Это же вот все пришло из Советского Союза. Вспомните, что это как бы там министр сельского хозяйства в Советском Союзе расстрельная должность считалась. То есть, ну, Советский Союз, 250 миллионов человек, территория первая в мире, да, тогда. Там, включая Украину, там, Россию, Казахстан, Узбекистан, мы не могли себя прокормить. Мы покупали зерно, мы покупали мясо, мы покупали массу вещей, особенно зерновые, да, там, в Канаде, в США. Но это разве не позор? Это вот показывает, как неправильно было устроено, да, принцип Советского Союза, когда Голодомор образовали, да, у нас, в Казахстане, Ашаршылык, когда он в Украине сделан был, да, то есть когда там богатая Украина, которая там сейчас кормит, да, там Европу условно или там многие страны мира те годы там умирали от голода. Это вот показатель неэффективного, неправильного управления. И оно сохранилось, к сожалению, там все годы Советского Союза, потому что технологии, люди, все неправильно. Ну и там, понятно, нет любви к народу, нет любви к земле своей, да, то есть хищническое настроение. И вот эти вот, честно говоря, привычки перешли каким-то образом до сих пор. И вот мы, как Казахстан, по-моему, одна из последних стран в Советском Союзе, бывшем, которая до сих пор не смогла наладить агроиндустрию, бизнес, да, то есть это очень большое, я считаю, что, ну, как бы, наша очень серьезная ошибка с точки зрения экономики. И, ну, это даже какой-то такой национальный позор. То, что у нас эта индустрия до сих пор находится
на задворках, да, там люди строят торговые дома вместо того, чтобы строить агрофермы, агронаправления, да, там, скотом заниматься, да, то есть как... Или Тойхана строит. Да, или Тойхана строит. Ну, честно говоря, даже стыдно. Я говорю, вот, люди не понимают, что такое. Сколько лет прослужит Тойхана, сколько лет прослужит какой-то торговый центр, или сколько лет может работать и процветать казахская земля. Мы выросли 1000 лет на ней, да, на процветании, на этом. Даже несмотря там, без интернета, без электроэнергии. То есть люди не понимают, где настоящее богатство. То есть, поэтому наше настоящее богатство – это понятно, что в первую очередь наша культура, и второе, с точки зрения экономики, это наша земля. Все, что на земле есть, все, что под землей есть, все, что мы сможем на этом построить как добавленную стоимость, да, там все остальные развития, это все у нас в земле. И надо полюбить свою землю по-настоящему, жить ею, и она отплатит сторицей. То есть можно утверждать, что мы сейчас свою землю не любим? Ну, потому как сейчас к ней относимся, я не думаю, что это... То, что любишь, ты берегаешь. То, что любишь, ты развиваешь. То, что любишь, тебя кормит. Я бы сейчас не сказал бы, что это так. А что нужно сделать, чтобы полюбили на национальном уровне? Ну, с другой стороны, конечно, вот мы стараемся то, что мы со своей стороны, я там со своей стороны, как компания, команда, мы их пытаемся быть ролевой моделью, показывать, что это можно сделать, что это в мире все работает, что это, здесь нету каких-то, да, там, как люди обычно боятся, войбай, деп. Да, а на самом деле это нормальный бизнес, который можно сделать, который в долгую будет приносить и прибыль, и технологии, и развитие, да, то есть в этом плане. Ну, а на самом деле надо развивать, конечно, культуру, любовь к своей земле. То есть, если там, где есть уважение и любовь, там обязательно будет толк. Я слышал мнение, что народ не может полюбить свою землю, когда каждый гражданин, хоть и вправе, да, на свой участок земли, не может добиться этого участка от государства. Ну, возможно, это связано с владением в том числе, да. Но не всю жизнь же связана с владением. То есть ты не можешь любить то, что ты умеешь, да, владеешь. Тогда как относиться к искусству? Мы же им не можем владеть. Как относиться к детям? Ты ими владеть не можешь. Это человека, которому ты можешь помочь, вырастить, но он живет своей жизнью. Поэтому я думаю, это не совсем прямые связаны, но, конечно, правильно было бы, чтобы каждый гражданин Казахстана имел. Вообще, каждый гражданин Казахстана должен быть фермером. Иметь право на развитие, каждая семья казахская должна как-то образом связана быть с казахской землей. Да. И если они это будут связаны, неважно в какой форме, это очень сильно с детства привяжет и культуру, и нас, и экономику в лучшую форму. Мы стали городскими жителями, и я не думаю, что это будущее Казахстана, знаешь, что так прям привязаны быть к городу, там, то есть к этим маленьким квартиркам, да, то есть там, ну, у нас такие просторы степей, где дух воспитывается, не в городах, дух воспитывается в степи, с природой, с казахской землей. Так было всегда, и опыт даже за границей, когда ты ездишь там в Америке, дух США, он не в городских конгломерациях, дух США, он находится в степных зонах, где вот те американцы настоящие, кто живет, да, такие вот все. В центральной части, наверное, да? Ну, это Мидвест в том числе, да. Ну, в целом Америку. В целом, если взять американцев, настоящих, они все такие крепкие люди, стоящие на земле. То есть, вот. И это происходит в Канаде, это происходит везде. А превращаться в каких-то там городских, вот, там, условно говоря, жителей. То есть, ну, в городах какие животные живут, да, там, не знаю, кроме крыс и собак я ничего не видел. То есть мы можем превратиться в них, то есть, да, как по собачьи ругаться, там, как крысы там, что-то там, бегать на базарах. Или мы должны вернуться и стать степными волками. То есть, ну, выбор за каждым. Вы упомянули, что занимаетесь мясом, Казбиф. В 2011 году была заявлена масштабная программа по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики Казахстан. Было выделено миллиард средств на это. Но проект успешным не стал. Разница между импортом и экспортом остается значительной. Что стало причиной кризиса в сфере производства мяса на ваш На самом деле, один из плюсов той программы, можно сказать, что в целом, допустим, по говядине, да, то есть мы вышли на самодостаточность уровень. Как минимум, что мы потребляем, мы практически все производим. Это уже там, ну, что-то. То есть и на экспорт хватает, да? То есть, не, ну на экспорт у нас очень маленький объем идет, честно. Это экспорт у нас, то, что по экспорту программа не удалось, но она не удастся, если не привлекать, вот как мы вот предлагали, да, там Tyson Food не предлагает, большие иностранные компании, не реформировать отрасль,
не сделать так, чтобы это от малых фермеров до крупных компаний, да, была все связаны одной целью, одной программой, одной индустрией, так не получится. То есть на самом деле все меняет частный бизнес. И нужно создать условия, чтобы частный бизнес поверил, начал этим заниматься. То, что там попытка это сделать без интересов частного бизнеса, без привлечения крупных инвесторов, малых инвесторов, ну, не сработает. Такого не бывает, мы это знаем. Будем толкаться так же, как сейчас толкаемся. Просто это такой уровень. И, честно говоря, ну, очень слабый. То есть вот сейчас, там, когда правительство говорит, что мы столько субсидий даем, на самом деле это та математика, которую мы можем показать, что на самом деле это не так. И то есть это отрасль, которая нуждается в коренных реформах, очень больших, очень серьезным. По-другому все относиться надо, развиваться, там, включая логистику, включая внутренние, да, ну, на самом деле, включая философию. То есть там все должно поменяться. То отношение, которое сейчас есть к нашему там агробизнесу, я не люблю слово сельское хозяйство. Агробизнес Чисто лучше, русское да? какое-то советское слово. Совковое, да? Совковое, ужасно совковое. Поэтому оно у них не работало. Во всем мире это называется агрокультура. Агрокультура. Тоже слово культура, да. То есть Досым Сатпаев как-то говорил о культуре, да. То есть это культура. Ну, уже связанная с смысловое землей. наполнение изменилось. Да, вот когда ты говоришь агрокультура, у тебя совсем другое понимание бизнеса, культуры, земли, да. То есть и вот если будем относиться, что это агрокультура, развивать ее так, все будет хорошо. Вы не первый человек, который говорит о больших проблемах в сфере агрокультуры. С Бауыржаном Успановым у нас некоторое время назад состоялось тоже интервью, по-моему, больше года назад, и он тоже перечислил большие проблемы и непонимание государством, да, вот этих общих проблем. С чего нужно начать решение? То есть государству нужно какие шаги предпринимать, тем более, когда мы сейчас заявляем о строительстве нового Казахстана, возможно, перемены должны касаться и этой сферы. Невозможно, должны касаться. То есть там до сих пор проживает почти половина населения, то есть и притом живет плохо. То есть надо честно признать, что у нас как бы в аулах, да, вот в местности, то есть низкие заработные платы, низкоквалифицированный труд, слабые технологии, да, то есть все это так достаточно, по сравнению, если с миром смотреть, мы на примитивном уровне развития. Даже как-то очень обидно, да, то есть в этом плане. И ну, начать надо с себя, начать надо с правильных программ, начать нужно с видения на 10-20 лет. У государства такого видения нет. Ну, к сожалению, вот это такая временчиковая позиция, все думают там на год вперед, в лучшем случае. То есть там 20 министров сельского хозяйства тогда, да, то есть пока они министерство не переименуют, пока не придут люди, которые смотрят на 20 лет вперед в этом плане. Ну и, конечно, мы как частный бизнес, честно говоря, то есть пока в том числе многие казахские бизнесмены, да, по-настоящему не захотят этим заниматься. Да, сложно, да, долго. Ну, надо верить же. Ты должен заниматься. В Америке один наш мой друг там, он сказал: Еркин, вы должны заниматься таким бизнесом, думая о своих внуках. Как японцы. Да? Если будем о них думать, то вот эти все вопросы, которые там считаются, да, многие вопросы отпадут. То есть надо так думать, надо вообще, занимаясь чем-то на родной земле, надо думать о внуках. Однозначно. Вот я читал пример из одной книги про Японию. Одна из старейших компаний в мире, это японская компания, причем такая, знаете, интересная, она выращивает японский кипарис. Есть императорский храм в каком-то городе, я сейчас не помню название, и это очень удивительно. То есть семья владеет этой компанией, сажает деревья, кипарис вырастает, и в отделке этого императорского дворца раз в 20 лет они должны использовать только тот кипарис, которому больше 200 лет. То есть это удивительная психология, когда ты сажаешь дерево, и это дерево через 200 лет будет использовано в облицовке императорского дворца, который стоит перед тобой. И этой компании больше 1000 лет. Это удивительно. Не только внуков, да, японцы, по-моему, там правнуки, там уже там космический какой-то уровень. У нас, вот вы сами упомянули, временщики составляют одну из проблем, да, в стране. И мне кажется, в системе нету людей, которые могут смотреть на 20 лет вперед. Как думаете, сегодняшняя система
Системы, вы говорите, про кого системы? Государственную машину я имею в виду. В ней есть такие люди, которые могут стратегически на 20 лет вперед смотреть и принимать меры? Мне кажется, там, по-моему, таких ребят уже нет. Одни временчики. Ну, построена была система чуть-чуть на других фокусах, да, то есть там мы же видим, что этот старый Казахстан, он был построен по принципу принести там, чтобы там, условно, да, там, хан сказал, о, молодец, да, такой, и все. Или там какой-нибудь Аким, там, да, или кто-то тебе должен сказать, на самом деле. Тебе народ должен сказать спасибо. И то, когда умирать будешь, или там умрешь. Поэтому, если так будем думать, появится. Это же такое, мышление меняется у людей. Это вещь, которая не требует, да, там, как мышцы наращивания или как там массу времени. Это твое мышление, твое отношение. Мышление-то по щелчку тоже не меняется. Мышление по щелчку не меняется, но оно меняется. Оно меняется, и оно может измениться. То есть это же масса примеров в мире, когда страны проходили за 20 лет путь, который там у некоторых занимал 200 лет раньше. То есть в этом плане. То есть, ну, когда вот говорят система, нету системы. Вот в 30-летнем том старом Казахстане системы не было. Не Это надо. мы перехваливаем, да, бессистемное, получается? Да, это бессистемное, там просто кто-то чем-то приходит, уходит, да, там, то все. То есть это не надо думать, что там была такая система чего-то, да, то есть там, может быть, была, да, с точки зрения там какого-нибудь, да, там хвастовства, там, или там что-нибудь, да, пыль в глаза пустить. Укрепление авторитарности, Да, скажем так. какой-нибудь, да, там, какой-нибудь экспо провести, да, там, потратить там 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов бы вложили в агробизнес, в агроиндустрию. Сейчас бы он в год давал продукции там, на 20 миллиардов в год, да, там, условно, да, то есть это все бессмысленные там всякие универсиады, там, экспо и прочее, да, там полно такого вещей, там в стране можно перечислить за 30 лет. Куда, зачем? Ну, что в бетон, в стекло вкладывать деньги? Что, с каких пор бетон и стекло кормят? Это честно надо сказать. Это же вообще же странно. Надо вкладывать в реальную экономику, в реально работающую, да, то есть в то, что восстанавливается, то, что работает. Поэтому, ну, я верю все равно, мы оптимисты. Я думаю, что Жана Казахстан придет вместе с нами и вместе с молодежью, вместе с теми, кто думает о стране, любит ее, хочет здесь жить, и чтобы и внуки жили. Еркинай, год назад планировалось открытие завода по производству систем орошения совместно с одной американской компанией. На какой стадии сейчас проект? Соглашение подписано, и вот с тех пор мы все еще крутимся. То есть это тоже один из показателей. Это из-за пандемии? Мировой лидер. Нет, здесь не в пандемии, здесь вот инерция государственной системы, там, да, это одно, второе, то есть там Кантар случился, то все. То есть, как всегда, есть какие-то формы. То есть, но, к сожалению, это серьезная проблема у нас с точки зрения этого вообще. Как бы вот, умение держать слово, умение работать, умение, да, там, как бы выполнять обещания, то есть это есть проблемы. Но мы все равно не сдаемся. И слава богу, что наши партнеры, компания Валман, да, она тоже, несмотря, представьте, что случилось в Кантаре. Сейчас война идет на соседних, да, там, рубежах. Общеполитическая ситуация в мире изменилась, да, там, в смысле, там, инфляция высокая и все прочее. Поэтому, ну, несмотря на это, они верят в казахскую землю. Вот это, то есть хорошие компании не смотрят коротко. Там, кто сейчас, как, они смотрят на фундаментальные как бы причины. А у казахов фундаментальные причины в Казахстане очень сильные. Не причины, а как бы вот, потенциал. Да? Наш фундаментальный, они смотрят на землю, на где мы находимся, какой народ, какая культура. В этом плане мы сами не знаем свой потенциал. У нас очень большой потенциал. Мы должны быть богатой страной, сильной страной. Все в наших руках. Возвращаясь к теме войны, вот как обстоят ваши дела с бизнесом в России и Украине? Поскольку многие российские компании сейчас, наоборот, меняют прописку, перемещаются в Казахстан. Вы проводили оптимизацию или сокращение вашего бизнеса? Ну, в России у нас нет бизнеса. А в Украине мы нет. Мы сеемся. Вот сейчас я только вернулся, как раз на прошлой неделе был. И у нас там есть хороший агробизнес, прибыльный, работающий, высокотехнологичный. И мы сеемся, несмотря на даже военную ситуацию. Видите, в этом удивительная вещь. Именно и устойчивость агробизнеса. Даже несмотря на военную ситуацию, на войну, то есть эти бизнесы работают. Земля дает, и люди нужно кушать, да, и потребление нужно. То есть в этом плане это правильный бизнес, он работает всегда.
Поэтому там мы продолжаем работать активно, да, то есть многие вещи делаем. Так что в этом плане такой оптимизации не было. Наоборот, мы как бы усилились. Я видел картинку в интернете, поля сеют, и там на фоне зенитные орудия стреляют. То есть все идет по плану, по графику. И там комментарий был, что это удивительный народ, и несмотря на войну, там все идет по графику, посевные работы и все прочее. Это не просто удивительный народ, это надо любить свою землю просто. Поэтому я же говорю, Украину не победить. Люди, где любят свою землю, они будут за ней стоять. Будут стоять, бороться и сеять, работать. В период карантина государство поддерживало МСБ, но, как вы говорили в одном из интервью, крупный бизнес остался без поддержки. Как вы считаете, каким должен быть предел вмешательства государства в бизнес? Когда и как оно должно вмешиваться, а когда должно оставаться в стороне? Ну, вообще всегда должно оставаться в стороне. То есть вообще первое правило – не мешать. Это вот первое правило. То есть, У нас это правило не работает. ну, к сожалению, да, у нас очень много регуляций, мы бюрократическое государство. Вот такая маленькая экономика, еще такая бюрократия. Я вот, честно говоря, смеюсь, даже смешно. Бюрократия обычно бывает, когда у тебя большая страна, там много людей, да, то есть большая экономика, еще как-то еще можно принять это. Ну, у нас вот такая страна и такая, скажем, неэффективная бюрократия. А в целом, вообще, как бы, первое правило – это не мешать. А если помогать, то на самом деле созданием условий. Ни крупному, ни малому бизнесу не нужны такие вот прямые поддержки формы. Да. Это, во-первых, и развращает, с одной стороны, а с другой стороны, то есть создайте правильные условия, честные правила игры, открытую экономику. Бизнес сам все построит, бизнес сам разовьется. Мы же не сидим, не ждем какой-нибудь стратегии 2030. Да. Мы сами себе пишем, сами планируем, сами делаем. И вот каждый так, бизнесмен, там, неважно, от малого до крупного, они сами умные ребята, девчонки, да, то есть много чего могут других научить. Поэтому нам важно, чтобы были правильные условия, честные правила игры. Вот вы же видите то, что сейчас там, да, происходит, да, там, начали там компании возвращать, убирать вот эту там последнюю километр, который был там, ну и всякие вот эти скрытые монополии, да, которые есть, до сих пор есть в стране. Если это все убрать, сделать все честно и открыто, то многое заработает само по себе. Для начала Казахстану надо научиться не мешать бизнесу. Вот это, то есть, да, то есть, и не лезть в дела бизнеса. Потом, если поумнеют, то есть, другое дело, да, там, чем-то помочь, какими-то стратегическими программами, которые мы сами напишем, если с нас слушать будут. По прогнозам, этот год не будет простым как в политике, так и в экономике. У вас есть какой-нибудь план Б на случай форс-мажоров? Ну, понятное дело, что уже какие-то форс-мажоры произошли, Кантар, война и так далее. Какие еще нужны Но форс-мажоры? черных лебедей, вот как Досум Сатваев утверждает, будет очень много. Ну, да, черные лебеди пришли в Казахстан, то есть, да, возможно, еще что-то Ну, случится. стая, по-моему, прилетела черных лебедей. Мы их называем уже черные, это стая черных бегемотов здесь бегает по Казахстану. Поэтому, ну, как таких план Б, С такого, ну, бизнес всегда есть сценарий. Если ситуация ухудшится, там, делаем эти вещи, если сценарий ухудшится, сделаем те вещи. В этом плане бизнес гибкий. Я думаю, что все люди достаточно опытные. Это же там, мы 25 лет живем перманентно в таких или иначе кризисах были, да, там, девальвации и все прочее, там много чего происходило. Но, конечно, такого, то, что сейчас происходит, то, что, да, там, Кантар случился, потом после этого пришел война, да, там, на соседних рубежах, там, и в целом мировая ситуация такая стала нестабильная, да, там, со всеми сложностями. Ну, я думаю, что это такой новый вызов. Все мы учимся. Ну, я верю в то, что бизнес всегда в этом плане, он, то есть, и гибкий, и умный, и быстро учится на своих ошибках. То есть, поэтому в этом плане такой. И плюс ген выживания в нас сидит достаточно сильный. Но в целом для социально-экономического развития, для народа, ну, в целом будет год сложный. Рабочие места, там, доходы очень сильно упадут. Ну, то есть год будет, этот год и следующий будет реально много вопросов. Некоторые эксперты утверждают, что Россия может попытаться обойти санкции через Казахстан. Так ли это? А может, процесс уже начался? Ну, пытаться будут, конечно. Для них-то какая разница? Да. Это может привести к вторичным санкциям в отношении Казахстана. За нами наблюдают, да, то есть предупредили уже, там, ну, это же даже, ну, там, в прессе официально сказали, да, то есть что... И это зависит, конечно, и от действий правительства, и от действий бизнеса, да, то есть как мы будем относиться к этому. То есть я считаю, что надо в этом плане быть
предельно аккуратными, предельно осторожными, то есть, потому что у нас должны быть свои национальные интересы. Что происходит в других странах, чего они хотят, это их проблемы. Мы должны жить своими национальными интересами. А национальные интересы Казахстана очень простые. То есть качество жизни в стране, экономика страны, да, там, уровень доходов населения. Это наш национальный интерес. Наше личное счастье Казахстана. Это наш национальный интерес. Позвольте здесь уточнить. Некоторые считают, что сейчас как раз-таки благоприятная пора, чтобы Казахстану выйти из Евразийского экономического союза. Ваше мнение по этому поводу? Наверное, наоборот, не так просто выйти, да, когда страна какая-то ведет войну, там быстро от нее отделяться, то есть в этом плане. Но в целом нам нет смысла иметь союз с точки зрения экономики, да, экономический союз, то есть когда там страны под санкциями находятся. Это простая там житейская или там здравый смысл, логика, да, то есть там масса санкций, и, в принципе, а мы же строили все эти союзы в мирное время для развития экономики, а не для того, чтобы там санкционной экономики, да, там как бы в этом плане. Поэтому в этом плане я думаю, что в целом это неизбежный процесс. Да и в целом вообще я говорю, надо всегда жить собственными интересами. Исходя из собственных Я интересов. предлагаю вообще не вступать в союзы. Казахстан большая страна по территории, да, и нам нужно жить собственными интересами, собственными как бы планами и как бы там дружить со всеми, иметь торговые отношения, как бы, но не более того. Нам не нужны союзы, честно говоря. То есть мы же сами выходцы из Советского Союза. Сколько хорошего принес Советский Союз Казахстан. Вот надо вспомнить просто. Принес он что-то хорошее? Я так сомневаюсь, да, серьезно. То есть, поэтому какой смысл этих союзов всех? Да, особенно если они представляют угрозу территориальной целостности, независимости, экономики, интересам, да? В целом, я говорю, это вообще, как бы, говорю, если независимая страна должна жить независимой жизнью. Вот вы же как бы, вы самостоятельно живете своей личной жизнью. Вы же не пытаетесь кому-то там Объединиться в группы, да, там. объединиться в другую семью, там, да, то есть, вы живете, вы жена, дети, там, родители, это как бы надо, каждый жить должен собственной жизнью. В январе президент Токаев собрал бизнесменов в Астане, вы были среди этих людей. Токаев призвал бизнес-сообщество извлечь уроки, начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики и обозначил ключевые принципы. Это честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость госполитики, налоговая честность бизнеса, соцответственность предпринимателей. С тех пор прошло уже несколько месяцев. Как вы участвуете в построении нового Казахстана и участвуете ли вообще? Мы полностью поддерживаем эти принципы, и мы всегда так работали. Вот для себя мы всегда старались работать только с честной конкуренцией, в открытых зонах. Поэтому почти 20 лет назад мы уехали за границу и начали делать бизнес вне Казахстана. Потому что здесь была проблема с честной конкуренцией, там была постоянные агашки-магашки и там весь остальные, да, там все эти скрытые монополии. Поэтому нас это не радовало. И мы искали в честном поле, в большой мире, большой конкуренции и находили решения. То есть смело работали в странах там, и развитого капитализма, и развивающихся, да, странах. Поэтому в этом плане мы полностью поддерживаем. Если это все будет, принципы выполняться, мы с радостью будем работать, с радостью будем развиваться. И вот эти большие проекты развивать, да, и новых инвесторов приводить, и сами инвестировать. И в этом плане, конечно, а как мы поддерживаем? Мы можем делать много, если нас попросить. То есть там и программы писать, советы давать, да, там. В этом плане у бизнеса огромные компетенции. И экспертные, и знания, и опыт. В этом плане это недооцененный актив страны. На бизнес, и вот на частный бизнес, вообще на казахское общество это недооцененный актив. Президент сказал, что большая часть активов в стране была сосредоточена в руках 160 людей, и они разбогатели благодаря Эльбасы, но не назвал фамилии. То есть, как вы восприняли этот вопрос в отношении себя? То есть, можно ли сказать, что вы в этом списке 160 людей? Я не знаю список, разбогатели? Я точно разбогател не благодаря Эльбасы, наверное, вопреки. Потому что мы не имеем никакого отношения, да, ни родственных, ни семейных, и наоборот, то есть 80% нашей работы вне границ Казахстана. То есть в этом плане мы являемся обратным примером. Обратным примером, то есть и хорошим примером. То, что мы независимо, самостоятельно работали за границей, там, где нет у тебя
ни агашек, ни каких-то, да, кукишек там. То есть ты сам по себе выжил, молодец. Можешь работать. Никто к тебе вопросов не задает. Поэтому в этом плане, это, скажем, вот эти претензии, это, я думаю, к другим. Те, кто на самом деле там пользуются, да, там, родственными и там, либо какими-то другими отношениями с властью, и тендермены, да, там, и все это, вот это, и делал бизнес с государством. Ну, хотелось бы, конечно, фамилию тоже узнать. Да, Сказал, я думаю, говорит что бы, все, да. каждый, там, все казахи этой фамилии Догадываются, знают. да? Страна маленькая, все и так знают. Что там, в каждой области спросите, кто там работает с властью, кто прикормлен, да, там, кто там бизнес с ними делает. В каждом, от села до города, вам любой человек на улице почти скажет. Кто там Пальцем пальцем покажут, да. ткнет, да, конечно. То есть, и также в стране. Это небольшой секрет. Секрет Полишинеля, да? Еркин, по вашему предложению был создан Национальный антикризисный штаб. Как идет работа этого штаба? Какие уже результаты имеются? Ну, он сейчас называется оперативный штаб. То есть, да, там, при правительстве. Думаю, могли бы сделать больше при желании, да, там, большом таком. А пока инерция еще сильная достаточно. Пока все, что обсуждали, это были очень такие, очень сегодняшние вопросы, так скажем. То, что там сегодня что-то горит, там. Как минимум мы озвучиваем проблемы, то есть говорим о них, там, какое решение находят, что-то решается, что-то там в процессе находится. Но мы бы хотели смотреть на будущее, честно сказать, что вот мы, как члены оперативного штаба, хотели бы более смотреть на 3-6 месяцев вперед. Потому что это время приходит быстро. Даже сейчас вот уже там, да, то есть уже там квартал 22 года прошел, да, там уже 4-й месяц заканчивается 22 года, апрель. Поэтому в этом плане надо смотреть хотя бы на 3 полгода до конца года на эти проблемы, на узкие места, как их расшивать, как с этим работать, как избежать санкций, да, там, как работать в этих направлениях. То есть там очень много есть вопросов. Вообще, как строить экономику, как строить новую экономическую политику, честно говоря. То есть это как строить Жана Казахстан. Вот эти вопросы, я думаю, самые главные. А если вот более предметно говорить, вы уже какие-нибудь предложения, конкретные предложения сделали правительству нашему? Мы пришли, на самом деле, говорят же, «Жыламаған балаға тамақ жоқ», да, то есть для начала вопрос надо задать. То есть для начала мы должны, то есть, наладить вот этот диалог. Когда говорим о долгосрочных программах, среднесрочных, да, то есть вот этот вопрос. У нас там масса идей, масса предложений, масса мыслей, большой опыт есть. То есть надо спрашивать, то есть задавать правильные вопросы, мы в этом плане готовы давать. То есть правительство не обращается к вам, да? Ну, по многим вопросам не обращается, да. Просто, ну, как-то думают, что все сами делают свои программы. Ну, ладно, мы-то что? Если не спрашивают, мы и не отвечаем. Мы не будем бегать там с бумагами, вот предложение, вот мы там хоть завтра дадим, хоть на 5 лет вперед разных вещей. То есть, ну, вопрос в том, что как это будет делаться, с какими мыслями, да, какая философия стоит в этих экономических реформах, вот это вопрос. То есть, в этом плане, я говорю, у бизнеса масса идей. Вот спросите, там, любой, там, вам сразу выложат на стол и предложения, и программы, там, и стратегии. В этом плане с этим проблем нет. Ну, интересная мысль. Вот от вас узнаю, что правительство, оно не обращалось к вам, к бизнес-сообществу. Можно ли утверждать о том, что Жаңа Казахстан, опять же, будут пытаться строить без привлечения общества, бизнеса и других слоев населения? Не, я не знаю, как они будут строить, это же вопрос не ко мне там. То есть, но я знаю, что без обращения к активным части общества. То есть подразумевается, что новый Казахстан будет строиться вместе с обществом? Если подразумевается, надо звать. С учетом мнения, конечно, видения общества. Да? Ну, Потому что это же не монополия правительства видеть, абсолютно. каким будет новый Казахстан. Но пока это монополия. Пока монополия. И вот вопрос, как сломать эту монополию, да? Сказать, что не, ребята, это вообще-то общая страна. Да. Это вообще-то общий интерес. И вообще-то наши дети тоже здесь живут. И наши семьи, и будущее у нас. И вообще-то народ Казахстана 19 миллионов человек. И который растет еще. Каждый год по 200-300 тысяч. Слава Богу. И временщиков в обществе гораздо меньше, мне кажется. Не, тот, кто живет интересами своей страны, это не временщики, это те, кто действительно думает о будущем и о сегодняшнем дне. И блок, который посвящен
вашей деятельности общественного плана вы являетесь одним из учредителей общественного фонда Центр правовой поддержки «Хантар». Первый вопрос. Где вы находились во время январских событий? Как восприняли все события? Ну, в это время были детские каникулы, я был на выезде, там, просто на лыжи поехали кататься там, с семьей, как мы обычно делаем. Поэтому, ну, понятно, что со стороны вообще смотрелось все очень, там, скажем, неприятно, тревожно, да, то есть, тем более, когда связь пропала, да, то есть, потом приходилось просто звонить людям, люди все в квартирах сидят, не выходят, айхай-шу, вот этот весь выстрелы, да, там кровь, и это же все показывали же еще, там, особенно заграничному телевидению, кадры были очень страшные, когда эти здания горели, да, там армия, полиция, люди там. Поэтому в этом плане, конечно, со стороны было наблюдать. Когда ты находишься в процессе, всегда легче воспринимать, чем со стороны. Так что было очень неприятно, конечно, наблюдать. И когда потом услышали, сколько людей погибло, сколько это случилось. И вот в рамках вот Центра правовой помощи «Хантар» мы как раз и объединились. Мы тогда все вернулись в страну, да, там начали обсуждать, как, и увидели проблемы. Увидели, что там прошла, как бы там, что многие просто люди, которые хотели выразить либо мирный протест, либо случайно оказались под ударом, да, системы. То есть, и вот тогда было принято решение, что давайте как бы создадим и будем защищать права человека. То есть просто простого казаха, чтобы он не стал жертвой, да, то есть обстоятельств самых разных. И вот на сегодняшний день вот, мы вот дали первую пресс-конференцию. Мы рассказали, чем занимается фонд, чем занимаются адвокаты, рассказали о своих кейсах. И там порядка уже, говорю, там 55 дел, которые занимаются адвокаты. Ну, очень тяжелые дела, честно говоря. То есть там, включая там смерть, включая тяжелые ранения, включая детей. То есть это очень страшные вещи. Ну, и, Еркнага, последний на сегодня вопрос. Бытует мнение, что в Казахстане ничего не поменяется, пока крупный бизнес не вмешается в политику, например, не создаст политические партии, не начнет участвовать в политической борьбе за власть. Вы с этим утверждением согласны? Ну, я считаю, что в целом вообще должна быть активное гражданское общество. И здесь не надо делить крупный бизнес, малый бизнес, или это творческий, да, или как тебя, как издателя, да, там, неважно. Это касается каждого гражданина страны. Если мы не будем участвовать в политической жизни, ее будет строить без нас. То есть, если мы не будем там, да, там, голосовать, идти, как бы, обсуждать законы, да, собираться в какие-то группы активные, да, там, все это открыто не обсуждать, то есть это же мир показывает, что только страны, где активное гражданское общество, они находятся в стадии хороших изменений. У них там есть прогресс. В стадии, где гражданское общество подавлено там, или неактивно, оно везде, даже экономики не развивается. Мы же до примерами далеко ходить не надо, да, то есть поэтому в этом плане я думаю, что у нас должно быть просто активное общество. Молодежь, мы, да, там, показывать хорошие примеры. И вот не делиться. Видите, у нас все привыкли делить. Ты бизнесмен, ты такой, ты сякой, ты государство, ты там чиновник. Ты вообще общая страна. Это наше общее дело развивать страну. И общее дело это обсуждать, участвовать, быть активными. А кто хочет заниматься политическими партиями, пожалуйста. Кто хочет там заниматься тем, но это все равно часть общего дела. То есть, а здесь у кого есть желание там, да, там, участвовать в активной политической борьбе, ну, есть такие люди, пусть занимаются этим. То есть, это должно быть личное желание каждого и право на возможность. Завтра, когда выборы в депутаты, это не должно быть выборы среди там, да, 1000 человек, а это должны быть выборы среди 19 миллионов, когда люди, кто хочет, чувствует в себе силу, желание, пусть выходит, пусть участвует. Это право каждого человека. И оно должно быть подтверждено. И самое важное, что ментально мы должны видео отырмай, да, менің жағдайым емес. То есть, да, менің күнделік бар, анау тіршілік бар. Неправильно. Потому что тіршілік болмайды, если все мы не будем активными. Если все мы не будем защищать собственные права. Потом приходит, и такая случается вещь, да, и человек приходит и скажет, то есть мои права нарушены. Ну, за права свои, извини, надо тоже бороться. Надо доказывать, надо ходить, надо быть активным. Я верю в активный Казахстан. Иначе, я говорю, у нас большая территория. Как мы защитим, если у нас не будет активных граждан? Активных. Хоть у нас 19 миллионов, но активных граждан
Тогда у тебя будет 19 миллионов воинов в стране. Никто нас не победит никогда. Жақсы, сұхбатыңызға көп рахмет. Істеріңізге сәттілік. Все, рахмет, рахмет.